Дорогие зрители, пожалуйста, напишите комментарий, почему против правды про новости мои. Пришлите ответ.
так, кто смотрит сейчас, вам вопрос. Почему правду в прямом эфире про новости мои вообще не пишите мне? Почему? Например, про незаконную сеть, браконьеров и так далее. Кто против? А кто за? Это ваше дело. Пишите. Здорово, Димон. Где там сеть? Не вижу. Сеть, конечно, смартфон не передает. А вот вы мне ответьте, почему правда про новости мои не пишите вот про незаконную сеть и браконьеры, вандалы, живодеры и так далее, предатели, выдумщики и так далее. Еще раз повторяю, почему вы ненавидите про новости, прямо эфир, правду? Или вам надо их показывать, лицо? Пожалуйста, у меня есть видео. Сейчас будет снег, по-моему. Наверное, снег будет сейчас. Вон там снег с дождем. Вон там уже дождь идет. Отсюда я вижу, вон там дождь. Отсюда я вижу, что дождь уже есть. Прямо как будто дым не пускается. А вот облака, как будто и вон там, видишь, какая черная облако. Хотел как лучше 1 мая встречать. Но вот так получилось. 1 мая встретил вот так на озеро. Вода немножко поднимается, все поднимается потихоньку. Но очень медленно. Потому что у нас перестало дождь.
Да и, кстати, когда-нибудь, когда все это исполнится, это все обязательно исполнится. То, что я снимаю, правду. А правду вы, пользователи, не хотите услышать мой новости, вот это все снимаю на озеро. Я знаю, что вы все равно также поступаете за сеть, ловите, нарушаете, губите рыбу. Очень даже. Так, запрет, конечно, не начало июня, а начало мая. Как начинается на охоту уток. Также. Потому что разных районах рано, потому что там юг, а у нас север, северный запад направление. По этому поводу чуть запрещенной незаконной сеть начинается все равно в мае. А у браконьеров никогда. Лед еще не тронулся на озерах и на реках, а уже ставят. Представляете? Просто голодные. Бум-бум. Головой у них кушать нечем, по-моему. А у них всегда есть. Потому что зимой добывают все. Зайцы, куница, лиса, кабанов. Но медведь нельзя мясо есть. Они больные. Они очень больные. А остальные, да, у нас более-менее есть зайцев, более есть куницы. А на охоту перелетные уток, гуси и так далее есть. Ну и пусть. И знаете, про незаконную сеть обязательно сбудется. Обязательно. Так вот. На охоту, конечно, не занимаюсь. Если на охоту было у меня права на оружие или так далее, я бы удовольствием. Но у нас все равно добывать нету. Они ловят всех до последнего зверя. И так уже нету. Но пусть ловят, добывают всех
как хотят. Мне все равно, но когда-нибудь это все закончится. На охоту, на рыбалку и на уток и так далее. На утки, конечно, не закончится. Это 100% будет все-таки более-менее есть. А вот рыба и зверей 100% исчезнет. Вот так вот. Это молодой вообще не понимает, упрямый, из-за моих фильм прямой эфир увидел, вот и приехал своим мопедом. Пусть, а мне все равно, хоть и своим бандой придут, мне все равно. Я знаю, что они упрямые, они бандиты, они были с детства бандитом и преступником, выебывающие, и пусть. А хоть и сейчас банда придут, мне все равно. Ладно. Ну вот, ребята, будем, конечно, наверное, заканчивать. Сейчас будет дождь снегом. Вон там снег. Или дождь снегом. Вот сейчас уже приближается. Очень даже. Вот там уже чуть более-менее чистое небо. И с другой стороны тоже чистое. И прямо на меня идет черное облако. Но придется прятаться. Вот там, конечно, до ярочной станции. Может, туда пойду и посидим. Когда перестанет дождь снегом. Ладно, так, ну что, ребята, это, конечно, все равно вы не ответили ни одного ответа про правду новости и незаконный сеть и так далее. И я уже знаю, что вы, по-моему, за. Ну ладно. Ну что, пойдем. Поехали. Мой супер фэтбайк. Погода немножко испортилась. Но ничего. Прорвемся.
приближается обед. Йок. Спасибо, Ирина. Поехали домой. Быстро. Вон там идет дождь снегом. Оттуда я вижу, даже вам передается смартфон дождь снегом. Вот смотрите, какая у нас дорога разбитая. На всю жизнь было вот так. 40 лет уже вот так. Представляете, 40 лет. Немножко ремонтируют дорогу, и на следующей весной снова ямы разбитые.
Нет, не обычный велик. Это супер болотный взрослый велосипед. Нет, вы сами простите, что правду мои видео не хотите услышать. Вот. Бедные люди — это я, и кто не работает, и болен, инвалид, и так далее. Это наша деревня. Очень много бедные. Очень много не работающие. Почти все, по всему деревня. По всему больше инвалидны и так далее. Вот так живут сейчас. Ну, немножко про перестание. Снова я выйду на прямой эфир. У меня смелости есть. Я могу все снимать. Имею правду. Работать, конечно, надо. Но скажу вам прямо, у нас для государства работать нету. Только само себе. Вот, например, деревья, вырубка, дрова можно сруб. Как? Ну вот и я прибыл. Но можно, конечно, иметь корова, бычка, поросят. Ну, можно, конечно. И знаете, я вам скажу, но бабушки, дедушки, конечно, держали хорошо. Им хватало кормить коровам, поросят и так далее. Это да. А сейчас уже наоборот, все дороже стало. Именно кормить комбикорм, отруб. Это очень дорогие стало.
Вот. Вот на этом небольшой тут держали коровы, бычка, поросяты. Можно, конечно, держать, но это уже гнило деревянной трубы. Даже у нас сухая трава еще есть. Вот сухая трава. Но это осталось то, что осталось. Еще раз повторяю. Я, конечно, удовольствием бы держал коровы, поросята и так далее. А кормить ведь нечем. Это надо иметь все, чтобы купить комбикорм, отруб и так далее. Так ведь? А это бесплатно, конечно. Сухие соломы, трава. Это можно, да, бесплатно. Косить на поле. Поле свободное, бесплатное местами. А где-то уже надо иметь земельный участок. Картошкой, конечно, кормили поросят. Ну и коровам, конечно, тоже. А картошка, знаете, какая работа? Это самая нудная работа. Картошка. Картошка так много надо на одного корова. Представляете, где-то более-менее, ну скажем, 1 тонна. 100% надо. А навоз, конечно, вот иметь это не навоз, это, который мы косили трава, и сюда все, и она гниет, трава, и станет она сама как будто навоз. Ну тут, конечно, все. У собаки навоз. Ну и у нас тоже. Ладно, давайте, всем пока.